Идея родилась в тот момент, когда я принимал ответственное, серьезное решение о том, что я буду баллотироваться кандидатом в президенты. И, конечно же, для меня было очень важно то, с кем, в случае, если народ Абхазии доверит мне возглавить нашу страну, с кем реализовывать эти идеи, с кем двигаться к цели по укреплению нашей государственности. Именно тогда эта идея стала получать свою фактическую реализацию. Для меня было очень важно найти профессиональных управленцев, людей, которые зачастую, может, не видны, мы их не знаем, но при этом, что потенциал у наших граждан в нашей стране есть нового подхода, нового кадрового резерва. Для меня всегда это было очевидным. Поэтому нами было принято решение именно на основе конкурсного отбора начать формировать новый состав команды, которая реализует очень серьезные задачи. В этом смысле первый сезон конкурса «Команда Абхазии» продемонстрировал этот потенциал. И завершая уже в этом году, я могу с ответственностью заявить, что этот конкурс дал свои положительные плоды. Сегодня в нашей команде управленцев работают выходцы из команды Абхазии, более десятка человек на высших должностных позициях. Это в качестве министров, заместителей министров, заместителей глав администрации районов. И я уверен, что этот потенциал мы должны наращивать. Именно возможности конкурсного отбора определяют и прозрачность подходов в рамках государственной деятельности. Для меня было очень важно приоритетным направлением завоевать доверие граждан нашей страны. Невозможно на старых принципах завоевывать доверие, когда разрыв между властью и обществом велик, когда это недоверие достигает огромных масштабов. Я считаю, что это уникальная возможность для наших молодых ребят, новых управленцев, повышать свою квалификацию, пользуясь теми возможностями, которые предоставляют нам наши российские коллеги. Вы знаете, что компетенция, опыт, профессионализм, подходы – это все нарабатывается временем и годами. Неправильно будет не воспользоваться этими знаниями и не повысить свой уровень профессионализма. В этом смысле для меня очень важным направлением является и дальнейшая работа над собой этих молодых управленцев, и горизонтальные, так скажем, связи, которые выстраиваются. Вы представьте, молодые люди, пришедшие на госслужбу, имеют возможность общаться со своими российскими коллегами, министрами федеральными, руководителями регионов, чиновниками разного уровня. Это же, конечно, дополнительная возможность получить опыт, набраться этого опыта и применять уже в рамках своей компетенции. Конечно же, если говорить о результатах, год – это не то временное пространство, которое позволило бы в полной мере оценить деятельность тех или иных руководителей и говорить о том, что мы достигли всего того, чего желали. Нет, конечно же. Мы на старте, мы, реализовав проекты, которые предлагали в том числе и участники конкурса «Команда Абхазии», мы видим некую динамику и развитие в разных направлениях. Вы знаете, что в рамках «Команды Абхазии» реализуются такие проекты, как «Гостеприимная Абхазия», «Новые медиа Абхазии», ряд других важных социально значимых проектов. Это как раз-таки показатель того, что граждане нашей страны, участники этого конкурса, являются людьми с высокой гражданской ответственностью, людьми, которые пытаются в том числе осуществить ряд шагов, направленных на улучшение жизни граждан нашей страны. В проекте «Новые медиа Абхазии», участником которого я являюсь, наверное, было сложно выделить что-то одно, какое-то яркое воспоминание, потому что каждый день он был насыщен новыми знаниями, интересной информацией, встречей с новыми людьми. Перед нами выступали
лучшие спикеры медиасферы России, которые делились с нами профессиональным опытом и своим взглядом на медиа. У нас уже такое сформировалось сообщество. Мы даже вот когда встречаемся на каких-то мероприятиях, мы уже все вместе, как одна семья, собираемся и обсуждаем что-то, проекты наши, как они реализуются и так далее. Новые медиа Абхазии – это в первую очередь большое количество информации про то, как формировать в целом медиасферу страны. Нам помогали не только создавать, нам помогали и презентовать эти проекты. Я поняла, насколько важно уметь четко доносить свою позицию и свою идею до аудитории. Мы познакомились уже на проекте с девушкой, которая, она блогер, и мы уже вне проекта уже создали такое свое агентство, которое помогает продвигать и коммерческие аккаунты в социальных сетях. Это именно новые медиа Абхазии помогли нам создать такой новый проект, который будет помогать уже бизнесу в Абхазии развиваться и продвигать свой бизнес дальше. Вот буквально недавно мы подводили итоги конкурса «Гостеприимная Абхазия». Когда мы на старте, занимались реализацией этого проекта, многие задавались вопросом: слушайте, вроде бы это Абхазия. Абхазия и народ Абхазии всегда был гостеприимный. Это действительно так и есть. Во все времена наша земля, наш народ радушно встречал гостей. Это наша культура, наша самобытность. Это то, что нас делает и отличает наш маленький народ, гостеприимный. Но здесь мы говорим совершенно о других подходах, что сегодня очень важно бороться за туриста, очень важно бороться за впечатление. И в этом смысле с тем историческим, культурным наследием, которое мы имеем, надо будет работать и доносить, по-новому преподносить нашим гостям, чтобы у людей было желание вернуться в нашу страну, чтобы у людей было желание изучать наш народ, историю, культуру, самобытность. В этом смысле считаю такого рода социальные проекты очень важными, и мы обязательно будем поддерживать ребят, которые реализуют эти очень важные направления. Вы сказали о 48 проектах, поддержанных государством, реализованных в рамках гостеприимной Абхазии. На старте мы договаривались с нашими российскими коллегами, что этих проектов будет финалистов, победителей не более 20. Но на самом деле каждый из этих проектов, отобранных в рамках гостеприимной Абхазии, стал очень ключевым, очень интересным, очень перспективным проектом, перспективными проектами, которые мы и далее будем поддерживать. Конечно же, на старте многие не верили в этот проект и считали, что это конкурс, который направлен на некую имиджевую составляющую. Но для нас очень важно, для меня лично очень важно, чтобы наши люди, соотечественники наши, поверили в справедливые отношения в рамках формирования команды исполнительной, в рамках формирования кадрового резерва. Именно такие подходы заставляют людей поверить в то, что наши принципы и идеалы принесут наиболее благоприятную атмосферу для реализации наших граждан. Это же несправедливо, когда грамотные, молодые, профессиональные люди из-за выстроенной системы попадания, так скажем, в высшие эшелоны власти не могут себя реализовать. Я считаю, что это несправедливо, и мы сделаем все, чтобы эта система осталась в прошлом. А победители конкурса уже показали себя как очень ответственные, с профессиональными подходами, люди, которые понимают и чувствуют требования времени. И я горжусь тем, что у нас есть человеческий капитал, на который мы можем опираться. Я уверен, что их опыт и навыки будут востребованы в нашей деятельности. Считаю, что надо расширять возможности этих людей, создавать им благоприятные условия. Они всецело дадут
наиболее эффективный результат для развития нашей страны. Самым главным девизом и посылом проекта «Гостеприимная Абхазия» являлось то, что организаторы заявляли, что это проект от замысла к реализации. И на самом деле на проекте собрались люди, которые уже состоявшиеся предприниматели, и такие новички, как я, в сфере предпринимательства. И мы прошли долгий путь в течение 8 месяцев, несколько модулей и акселерационная программа, по итогам которой мы на самом деле прошли путь от замысла к реализации. Победа в проекте дает уверенный старт для реализации своих самых смелых идей. Проект дает уникальные возможности раскрыться молодым людям, которые хотят развиваться в сфере гостеприимства. Здесь задействованы эксперты, которые делятся своим уникальным опытом, наставники, которые будут вести от начала до завершения написания самого бизнес-плана. Тут даются практические советы, которые можно использовать для реализации всего задуманного. Проект дал возможность огласки тем проектам, которые уже реализованы ребятами. И я думаю, что конкурс был наиболее прозрачен, и мы это видели наглядно, потому что мы взаимодействовали с ребятами, видели, сколько сил было потрачено на то, чтобы пребывать на данном проекте, сколько эмоций, знаний мы приобрели. То есть это было максимально честно, мне кажется. Я не из сферы туризма, я в другой немножко формации человек, но идея о том, чтобы реализовать проект, который называется «Дух абхазского села», она зародилась еще давно в моей голове, и вдохновил меня мой сын, который любит проводить каникулы у бабушки с дедушкой в деревне в селе Кутол Ачимчирского района. Это Восточная Абхазия. Тут богатая сельская жизнь, и поэтому можно развивать экотуризм, этно- и агротуризм и привлекать гостей не только в летний период, но и в межсезонье. Каждый из участников данного проекта «Гостеприимная Абхазия» реализует свои мысли и идеи, каждый в своей области. А вместе мы создаем целое сообщество людей, которые трудятся во благо своей родины, и наши силы направлены на привлечение турпотока в Абхазию и презентацию нашей Абхазии с самой лучшей стороны. Главным результатом и итогом, на мой взгляд, конкурса, конечно же, является создание платформы «Оно команда Абхазии», в рамках которой реализуются и другие социально значимые проекты, такие как в том числе тот проект, о котором мы говорили, «Гостеприимная Абхазия», проекты экологической направленности, проекты на поддержание развития абхазского языка, спортивные проекты, это «Абхазский рубеж» и ряд других важных и ключевых направлений. Количество идей и инициатив финалистов и победителей конкурса «Команда Абхазии» обусловило создание институции, которая могла бы эффективно администрировать реализацию данных социально значимых проектов. Именно поэтому президентом Бадре Зурабовичем Гунба было принято решение о создании автономной некоммерческой организации «Команда Абхазии», платформы, призванной развивать человеческий капитал в Республике Абхазия. Могу выделить множество проектов, которые реализуются на территории города Сухум. Это социально значимые проекты. Абхазский рубеж – это спортивная площадка международного класса, где реализуется множество спортивных мероприятий. Также площадка открыта для доступа горожан и для гостей столицы. Она очень востребована. Молодые люди принимают участие в спортивных мероприятиях. Это очень важный проект для развития вообще спорта в городе Сухум и для здорового образа жизни вообще молодежи в нашем городе. Я курирую два проекта команды Абхазии. Это «Апельсиновая улица» и «Экологический патруль». Хочу сказать, что очень много времени мы провели с ребятами в стенах администрации
города Сухум, обсуждая непосредственно реализацию данных проектов, его технические параметры и множество вопросов, которые возникали. И считаю, что это достойные проекты, которые реализуются на территории нашего города. В рамках реализации и команды, деятельности команды Абхазии мы никогда не смотрели и не будем смотреть за тем, какой национальности участник команды Абхазии, какие политические взгляды, каких религиозных убеждений. Мы не имеем права и не позволим себе никогда выбирать людей по комфорту, по близости, так скажем. Мы исходим из одного, чтобы этот человек понимал полноту ответственности и принимал эти решения. И нес за это персональную ответственность. Поэтому для нас развитие команды Абхазии как конкурса, как потенциала для управленцев, это, конечно же, основное направление. Мы над этим будем работать. Что касается проекта, конкурса непосредственно команды Абхазии, о нем я узнал, просто сидя в интернете. Тут, думаю, уникальная возможность. Огромное количество тестов, которые были в отборочном этапе, это была прекрасная возможность для того, чтобы проверить свои силы. И мысли не было о том, что пройти финал или стать победителем, а просто получить свой скан, так скажем, тех компетенций, которые у меня есть или чего-то не хватает, а на что я способен. Так я и включился в эту историю, прошел тесты, и так оказалось, что оказался среди финалистов. Так эта история и началась. Я бы очень четко разделил историю с самим конкурсом и с образовательной программой. Первое, самое такое эмоциональное, конечно, это был непосредственно сам конкурс, потому что это история, которая была крайне интересна, но при этом непроста. Когда 2 дня вокруг тебя собираются много незнакомых молодых людей, довольно-таки образованных, креативных, и тебе нужно с ними соревноваться для того, чтобы доказать о том, что ты можешь немного больше, либо как минимум меньше. А уже ближе к концу 2-го дня ты уже понимаешь, что каждое твое действие так или иначе за него нужно будет отвечать. Яркий такой момент был, уже финальная часть идет, там каждый предлагает свое видение развития Абхазии. И вопрос неожиданно в шуточной форме задают. Как вы себя в качестве кого представляете? Ну, я в шутку сказал, что идейный вдохновитель. Говорит, ну, сейчас придет президент, так ему и скажите, говорит, что вы идейный вдохновитель. Тут я понял, что уже шутки закончились. А дальше началась непосредственно образовательная часть. Безмерно благодарен за нее. Это был интенсив, полгода, 4 модуля мы проходили. Ну, скажем так, сам конкурс мою жизнь круто поменял. Я в 16 лет служил в таможенных органах. Я 5 лет обучался в таможенной академии. Был преподавательский опыт в Абхазском государственном университете тоже по направлению таможенного дела. То есть я, в принципе, не видел других направлений, где бы я мог еще работать. И так получилось, оказавшись среди победителей этого конкурса на фоне довольно-таки хорошей молодежи, многие из которых были гораздо младше меня. Ну, так получилось, что стал победителем. И мне предложили возглавить миграционную службу. Ну, сказать, что это был шок, ничего не сказать. Особого отличия в рамках конкурсного отбора по сравнению с первым сезоном не будет. Конкурс будет проходить в том же формате, но здесь меняются подходы образовательной программы. Мы бы хотели в рамках реализации 2-го этапа, 2-го сезона конкурса команды Абхазии уже видеть людей, так скажем, по отдельным направлениям, готовить их. Это, конечно же, и в области государственной политики, управленцев, более детально подойти к подготовке специалистов в области экономики, социальной сферы, культуры. Вы знаете, что этот год объявлен мною годом сельского хозяйства, села. Я бы хотел, чтобы в рамках образовательной программы, модулей образовательной программы принимали участие и готовили специалистов в области аграрной политики. И в этой программе, конечно, мы очень рассчитываем на поддержку и наших российских коллег. Образовательные программы будут проходить в мастерской управления «Сенеж».
Конкурс дает возможность людям проявить себя, получить новые знания, управленческие компетенции. У меня также была возможность пройти образовательную программу в Сенеже, и я с уверенностью могу сказать, что эти программы меняют мышление. Отмечу, что первый сезон конкурса команды Абхазии преимущественно происходил при поддержке и при фактической организации со стороны российских коллег президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодняшний конкурс «Команда Абхазии 2.0», рабочее название второго сезона конкурса «Команда Абхазии», будет целиком и полностью организовано силами автономной некоммерческой организации «Команда Абхазии» при методологической поддержке и кураторстве «Россия – страна возможностей». Это история, когда мы перенимаем передовые российские практики и опыт для того, чтобы мы могли самостоятельно проводить подобного рода конкурсы на территории Абхазии своими силами. Я видел, как люди меняются. Образовательная программа, состоящая из нескольких модулей, предполагает очные модули и межмодульную подготовку, которая происходила дистанционным образом. И от этапа к этапу люди действительно менялись, они менялись к лучшему, они начинали смотреть на многие вещи по-другому. Даже глядя на средств-финалистов, это абсолютно образованные, абсолютно грамотные и абсолютно с разными взглядами люди, которые объединились одним конкурсом и дальше еще вместе прошли обучение. Это прекрасная возможность для того, чтобы люди имели возможность проявить себя, показать себя, попробовать получить лучшую версию себя. Когда у тебя мышление работает в правильном направлении, ты можешь делать вещи, не всегда зная всю подноготную того или иного направления. И в этом плане это просто безупречный опыт, за который я благодарен. Принципы и подходы реализации конкурса первого сезона команды Абхазии будут сохранены. Самый главный принцип – это честное, прозрачное проведение конкурса, чтобы не было вопросов, в том числе организаторам конкурса. Подведя итоги первого сезона конкурса команды, мы можем с полной уверенностью сказать, что нам это удалось. Хотел бы обратиться к потенциальным участникам второго сезона конкурса команды Абхазии, сказать им следующее. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, не бойтесь реализовывать свой потенциал, свои возможности и раскрывать свои возможности. Это как раз-таки возможность быть полезным и для своего государства, и реализовать свои профессиональные навыки. Мы будем рады каждому тому, кто придет. Конкурс – это очень важный механизм достижения тех целей, о которых мы заявляли. Это возможность выявить потенциально профессиональных людей, людей ответственных, людей, готовых решать очень важные задачи. В этом смысле конкурс уже стал площадкой, которая демонстрирует справедливые и честные подходы. Я бы хотел, чтобы каждый гражданин нашей страны поверил в конкурс, поверил в команду Абхазии и в те возможности, которые предоставляет сама площадка и платформа. Мы не должны ставить перед собой барьеры. Мы должны открывать новые возможности благодаря, в том числе, таким механизмам, как конкурс команды Абхазии. Первый сезон конкурса команды Абхазии подтвердил главное. В нашей стране есть люди, готовые принимать ответственные решения. Их подходы современные, и эти решения будут отражаться на гражданах нашей страны. В рамках проекта «Команда Абхазии» в этом году было реализовано большое количество социальных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Цели второго сезона команды Абхазии остаются неизменными. Это поиск талантливых, опытных, профессиональных людей, готовых принимать ответственные решения. Я приглашаю граждан Абхазии, наших соотечественников, принять участие во втором сезоне конкурса «Команда Абхазии». Я объявляю конкурс команды Абхазии открытым.